В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о том, что нужно повышать рентабельность и безопасность угледобывающих предприятий, в том числе и в Якутии. Пробы воды и очистное оборудование в Вилюйской группе улусов ликвидируют последствия прорыва дамбы Мирнинского района. В Якутии ведутся поиски двух воспитанниц детского дома. Девушки накануне не вернулись с вечерней прогулки. В Алдане ждут визит архиепископа Романа. Здесь пройдет богослужение, посвященное празднику Успения Пресвятой Богородицы. Новорожденным леопардам в Крыму помогают освоиться тигрята, которые появились на свет чуть раньше. Репортаж из сафари-парка «Тайга». Россия по экспорту угля занимает третье место в мире, а текущая конъюнктура дает ей возможность укрепить свои позиции и даже нарастить свою долю, считает президент России Владимир Путин. Об этом глава государства заявил на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. В работе заседания принял участие руководитель Якутии Айсен Николаев. По словам Путина, нужно повышать рентабельность и безопасность угледобывающих предприятий, в том числе и в Якутии. Это повышение рентабельности и безопасности добывающих угольных мощностей. Их модернизация, как в традиционных районах угледобычи – Кузбассе, Хакасии, Якутии, так и в новых – Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. И, конечно, нужно улучшать логистику, расширять экспортные коридоры, прежде всего пропускную способность железнодорожных магистралей, для которых угольные компании являются якорными грузоотправителями. Минэкономразвития России выступила с предложением разделить всю территорию страны на 14 макрорегионов по принципу экономической специализации. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Сейчас выделяют два микрорегиона – это Дальний Восток и Северный Кавказ. По данным газеты, Минэкономразвития предлагает добавить к ним центральный, центрально-черноземный, северо-западный, северный, южный, волго-камский, уральский, волго-уральский, западно-сибирский, южно-сибирский, енисейский и байкальский. Отмечается, что макрорегионы не будут административными единицами. Проект стратегии направят в правительство в сентябре. В ноябре его планируется утвердить, сообщили коммерсанту в министерстве. К другим темам. Минтранс России определил размер компенсации пассажирам за то, что им, несмотря на купленный билет, не хватило места в самолете. Он составит от 8 до 22 тысяч рублей в зависимости от дальности маршрута. Этот штраф не будет связан со стоимостью билета, так как выплата компенсации за овербукинг не исключает обязанности перевозчика выполнить свои обязательства по перевозке пассажира, но уже другим рейсом. Работы по ликвидации последствий паводка в Якутии завершены на 61%. Аварийно-восстановительные мероприятия во всех пострадавших от паводка районах начаты сразу после спада воды. Особое внимание региональные власти уделяют своевременному завозу стройматериалов в населенные пункты. Материальная и финансовая помощь гражданам доведена в полном объеме. Сейчас на особом контроле правительства доставка стройматериалов. Об этом сообщает в Госком обеспечении республики. Специалисты проверяют качество питьевой воды в реке Ирелях Мирнинского района. Напомним, что из-за попавших из Иреляха в Малую Бутуобию и далее в Вилюй сточных вод жителям вилюйских улусов рекомендовано пить только бутилированную воду. Министерство охраны природы следит за ситуацией. Анализ проб воды проводится каждый день. Смотрите далее в сюжете Ланы Ильиной. Вода в реках Ирелях и Малая Батубия мутная и грязная даже на вид. Употреблять ее в питьевых целях не рекомендуется. Вот уже неделю жители вилюйских улусов пьют только бутилированную воду. Основное загрязнение сейчас происходит вследствие того, что река Ирелях, проходя по вот этому месторождению, на сегодня разрушены дамбы дражных котлованов. То есть это такие углубления в русле реки, в которых работают драги. Дамбы, которые их обваловывали, которые предотвращали поступление загрязняющих веществ из этих котлованов в реку, на сегодня они разрушены.
Виновата стихия. Уровень осадков был небывалый. Такое случается раз в столетие, утверждают метеорологи. Сейчас восстановлена верхняя 7-я дамба. В Вилюйской группе районов объявлен режим повышенной готовности. В данное время загрязненная вода в реке приближается к Нюрбинскому Улусу. У нас работают водочистные станции, 3 водочистных станции и плюс 2 скважины. Поэтому как бы уже мы сейчас идем, хорошо подготавливаемся, да, и также ведется поиск альтернативных источников водоснабжения. В Министерстве охраны природы состоялся общественный совет. Общественники настаивают на введении на местах режима чрезвычайной ситуации. В компании «Алроса» также принимают оперативные решения. Предстоит закуп оборудования для очистки воды. Ситуацию с загрязнением рек взял под личный контроль руководитель региона Айсен Николаев. Лана Ильина, Павел Пахомов, Якутск. В Якутск с рабочим визитом прибыл член ЦИК России Сергей Сироткин. В рамках своего рабочего визита он ознакомился с ходом работ по подготовке к выборам 9 сентября. Встретился с членами ЦИК Якутии, также с его аппаратом, и ознакомиться с работой инфоцентров. Визит Сироткина в Якутск будет до 29 августа. Представитель ЦИК на встрече с журналистами отметил, что в Якутии в этом году будут проходить сложные выборы. Жители республики будут выбирать главу региона, мэра города Якутска, а также депутатов Госсобрания Илтумен и Якутской городской думы Якутск. 15 глав районов, 20 глав поселений депутатов, 22 районных и 7 поселенческих советов. Напомним, подготовка к многоуровневым выборам на территории республики вышла на финишную прямую. Проходит и досрочное голосование, которое продлится до 5 сентября. Цель моего приезда сюда – это не ревизия и не контрольная функция. Это нормальная поездка в регион, то, что я курирую Якутию, обменяться мнениями, посмотреть, какие есть проблемы или нет. Или оказать поддержку и помощь просто своим коллегам по работе в Центральной избирательной комиссии Якутии. Не более того. Поэтому то, что здесь проделана огромная работа, это мы видим, это видно. Посмотрите, какой объем работы надо было сделать. В этом году заканчивался срок участковых избирательных комиссий. Вот эти все комиссии сложили свои полномочия. Нужно было сформировать новые. И вот 792 комиссии было сформировано Центральной избирательной комиссией Якутии. Тем временем заявление о голосовании на выборах руководителя региона и народных депутатов парламента Якутии по месту фактического пребывания подали около 1800 человек. Как заявили в ЦИК Республики, более 800 избирателей подали заявление через МФЦ и территориальные избирательные комиссии. Около 1000 избирателей оформили заявление через единый портал госуслуг. Напомним, выборы руководителя региона, мэра Якутска, депутатов Госсобрания и глав 15 районов, а также депутатов местных органов самоуправления пройдут в единый день голосования 9 сентября. В республике продолжается еженедельный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Ну а в Мирном за прошедшую неделю зарегистрированы такие болезни, как ветряная оспа, сальмонеллез, менингит, вирусный гепатит С и другие. Общая заболеваемость ОРВИ по району составила 217 человек, в том числе 146 детей. Получить прививку против гриппа можно будет в поликлинике по месту жительства. А в Якутске в поликлинике номер 1 проходит прививочная кампания против гриппа. В эпидемическом сезоне планируют привить около 40% взрослого и детского населения, то есть 450 тысяч человек. Поликлиника обеспечена всеми необходимыми средствами, это около 19 тысяч вакцин. В первую очередь прививку ставят детям от 6 месяцев, также работающим гражданам, наиболее подверженных риску заражения гриппом и пенсионерам. Прививку можно получить бесплатно в поликлиниках по месту жительства, а также медики проводят вакцинацию на предприятиях. После вакцинации иммунитет начинается через 2 недели. До месяца обрабатываются антитела, защитные клетки против гриппа. И поэтому, конечно, сейчас самый хороший сезон, начиная вот это с сентября, уже человек уже иммунным статусом будет ходить и не будет это болеть и заражать. Сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». В Якутии ведутся поиски 2 воспитанниц детского дома. Девушки накануне не вернулись с вечерней прогулки.
В Алдане ждут визита архиепископа Романа. Здесь пройдет богослужение, посвященное празднику Успения Пресвятой Богородицы. Новорожденным леопардам в Крыму помогают освоиться тигрята, которые появились на свет чуть раньше. Репортаж из сафари-парка «Тайган». В эфире телеканал «Якутия-24». Мы продолжаем наш выпуск. В Хангаласском Улусе ведутся поиски двух несовершеннолетних девушек. Воспитанницы Максоголовского центра помощи детям не дают о себе знать. Девочки не подошли в центр после вечерней прогулки накануне вечером. В отделе опеки и попечительства района сообщили, что сейчас ведется поиск подростков. Одна из девочек учится в 9 классе, другая – абитуриентка. В Нерингре похитили продукты питания на сумму свыше 300 тысяч рублей. Мужчина в апреле прошлого года, работая кладовщиком на складе, похитил 11 тысяч единиц продуктов. В ходе расследования дела нерингренец признал свою вину в совершении преступления. Исходя из статьи, теперь мужчину ждет штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы с ограничением свободы или лишение свободы на срок до 6 лет. Более 50 обманутых дольщиков обратились за консультацией и помощью в Республиканскую прокуратуру Якутии. Сегодня там состоялся день приема граждан по вопросам исполнения законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных жилых домов. Подробности в материале Дмитрия Тымырова. Мы оплатили полную сумму за квартиру на этот теплосервис. И сайды тогда было Федоров Харды. И сколько мы ходили, сколько оплатили, личные деньги оплатили, и все равно у нас до сих пор квартиры нету. У Галины непростая проблема. Еще в 2010 году она вступила в долевое строительство. Тогда же и внесла полную стоимость квартиры. Однако дом построили, но заселилась туда не она. Мою квартиру блок Е, 9-ю квартиру, уже люди живут. Ага, перепродажа, двойная перепродажа. Случай Галины не единичен. Были перепроданы и квартиры соседей. Сегодня жертвы недобросовестных застройщиков, объединившись, требуют справедливости. Мы неоднократно уже встречались с коллективами, которые сегодня подошли. Это и на митингах, и в министерствах, по которым мы сейчас ходим и просим, чтобы нам все-таки решили вопрос положительно. Последняя надежда – прокуратура республики. В день приема граждан, пострадавших от долевого строительства, прокуратуру республики посетили более 50 граждан. Всего у нас порядка на сегодняшний день, по нашим подсчетам, с теми объектами, которые долго не строятся уже, скажем, там с 2006-2008 подзависли и так далее. И есть те, которые на сегодняшний день уже идут на контроле, которые уже где-то у нас уже заморозили строительство с полгода и так далее. Порядка 1647 человек. Отметим, в первом полугодии текущего года в данной сфере прокурорами было выявлено более 100 нарушений, по которым принято порядка 70 мер прокурорского реагирования. Около 30 виновных лиц привлечены к уголовной, дисциплинарной или административной ответственности. По всем обращениям граждан органами прокуратуры проводятся проверки, выясняются все обстоятельства нарушения их прав при исполнении законодательства о долевом строительстве, и принимаются меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление их прав, а также привлечение виновных лиц к ответственности. Как отметили в прокуратуре республики, основные нарушения застройщиков – это отставание от графиков строительных работ, переносы сроков окончания долевого строительства, ненадлежащее информационное сопровождение процесса строительства. По всем поступившим от граждан жалобам будут приняты соответствующие меры и организованы проверки. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. Около 200 абитуриентов из Якутии поступили в ведущие вузы страны по целевому обучению. В образовательных организациях изданы приказы о зачислении. Ведется работа по подготовке вылета первокурсников к месту обучения. Наибольшая потребность в специалистах существует по направлениям здравоохранения, инженерное дело, технологии и образование и педагогические науки. Преимуществами целевой подготовки являются обучение на бюджетной основе, отдельный конкурс, выплата республиканской стипендии, компенсация проездных расходов один раз в год до места обучения и обратно, а также трудоустройство по окончании вуза.
Новый учебный год начнется в старом помещении. Студенты и педагоги Айхальского филиала регионального технического колледжа ждут окончания ремонта в новом здании. Его начали еще год назад, однако сроки сдачи объекта несколько раз откладывались. Продолжит моя коллега Альбина Шарафетдинова. Сегодня в новом здании Айхальского филиала регионального технического колледжа идут последние работы. Строители завершают с отделкой в здании и фасада корпуса. Ведут бетонные и электромонтажные работы. Стоимость проекта 72 миллиона рублей. В ближайший месяц в учебном корпусе уложат теплый пол и установят оборудование в мастерских. К благоустройству территории уже приступили. Значит, выкладывается тротуарная плитка, делается отмостка, облицовка цоколя. Значит, установка оборудования планируется в последней декаде сентября, после завершения всех отделочных работ на чистовую. Работы ведет фирма «Кинг-95» из города Якутска. Пустующее здание полностью переоборудовали под учебный корпус. Запустят 3 лаборатории. Студенты будут заниматься слесарным делом. Заработают сварочные и электромонтажные мастерские. Лаборатории нужны для подготовки по разным профессиям. Оборудованное место преподавателя, 12 оборудованных индивидуальных мест для занятий каждого студента, большой кабинет информатики оборудованный, ну и кабинеты общетехнических, общепрофессиональных дисциплин. Завершить работы строители планируют в октябре. Тогда студенты и преподаватели колледжа и отметят новоселье. В этом году в учебном заведении впервые открыт прием на вечернее отделение. По специальности ремонтник горного оборудования. Получить новую профессию смогут не только вчерашние школьники, но и работающие граждане. Есть новшества и в дневном обучении. Мы открываем новую профессию. Это монтажник санитарных вентиляционных систем. С квалификацией монтажник систем вентиляции, кондиционирования, пневмотранспорта и аспирации. В этой же профессии вторая квалификация – электрогазосварщик. В новом учебном году в колледже ждут 65 абитуриентов, 50 студентов выпустят. На работу в учебном заведении принят преподаватель по автоделу. Выпускники колледжа успешно устраиваются на работу в различные подразделения Алроса. Новый учебный корпус с современным оборудованием – это новые возможности для обучения профессионалов. Альбина Шарафетдинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». В Якутске подвели итоги 3-го этапа ежегодного конкурса «Лучшие товары Якутии». Из более чем 100 поданных заявок 31 товар выдвинут на конкурс «100 лучших товаров России». В этом году в конкурсе, кроме компаний и предпринимателей из Якутска, участвовали производители из Алекминского, Намского, Хангаласского районов, а также из Ленска и Нерингры. Отмечается, что труднее всего жюри пришлось работать с номинацией «Продовольственные товары». Конкуренция в этом сегменте оказалась очень высокой. Образовательные учреждения республики представили урожай в Якутске. На выставке, которая расположена на площади Ленина, также проходят и другие конкурсы. Оформление места, флористических костюмов из растительного материала, фотоснимки с опытно-производственного участка. Продолжит Анастасия Кобызева. В Амгинской станции юных натуралистов семиклассница Сарглана Васильева самая опытная. Выращиванием овощей и фруктов занимается уже 5 лет. Юный натуралист с легкостью может отличить сорняк от нужной травы, знает, когда и в каком количестве нужно поливать любую сельхозкультуру. Мы выращиваем арбузы, помидоры, огурцы, перцы, там патиссоны, кабачки, укроп, петрушка, капуста. Но меня подтолкнула мама пойти в этот лагерь, потому что здесь сказала, что в будущем тебе понадобится. Мне интересно будет, что как выращивается, как растет, и потом мне это понравилось. 32 школы со всей республики показали свой летний урожай. Это не только привычные нам картофель, свекла, морковь, но и плодово-ягодные и даже экзотические культуры. Ученики Маинской школы не только выращивают фрукты и овощи, но и собирают полезные травы для школьного фитобара. Это и сосновые иголки, листья березы, подснежники. Самое интересное, что каждый ученик школы должен в год собрать по полкилограмма сухого шиповника. Затем из него делают полезный напиток. Очень вкусно. В течение 3 лет сделали мониторинг и сделали вывод, что наши дети, которые пьют витаминный чай из шиповника, болеют очень мало и редко.
Не только полезно, но и прибыльно. Ежегодно фитобар приносит школе 60 тысяч рублей. Основная цель работы юнатов – не только выращивать качественную и, как принято сейчас говорить, экологически чистую сельхозпродукцию, но и развивать навыки предпринимательства. Анастасия Кобызева, Павел Пахомов, Якутск. Для работы на Верхнеумском алмазном месторождении, запуск которого в эксплуатацию запланирован в сентябре текущего года, «Алроса» приобрела новый экскаватор. Базовая модель гусеничного экскаватора стоимостью 245 миллионов рублей специально доработана для работ на Верхнем Уне. Объем его ковша 15 кубических метров. В настоящее время экскаватор собран, проводятся пусконаладочные работы. Он будет задействован в карьере Заполярный. В январе 2019 года ему в помощь добавится второй экскаватор той же модели. Во всех православных храмах Якутска начинаются праздничные службы в честь Успения Пресвятой Богородицы. Сам праздник отмечается завтра, 28 августа. По народным приметам считается, что если на Успение будет дождь, то это предвещает сухую осень. А если праздник совпадет с бабьим летом, то зима будет морозной и малоснежной. Также считается хорошей приметой завершить в этот день начатые дела. Успение Богородицы – это один из 12 главных православных торжеств. Он посвящен воспоминанию о смерти Божьей Матери. Слово «успение» символизирует не смерть обычного человека, а вознесение духа и тела к Богу. Также сегодня вечером от Преображенского храма в Якутске прошел крестный ход с чином погребения Богородицы. Торжественные службы продолжатся и завтра. Дева Мария особенно почитается в народе. Мы знаем, что она, если так можно выразиться, покровительница всего рода земного. И вот этот праздник дает надежду на то, что она каждого услышит. По преданию, она собравшимся вокруг нее ученикам Христа сказала, что она будет с ними пребывать во все дни, несмотря на свое отшествие на небо. А завтра в Алданский район приедет архиепископ Якутский Ленский Роман. Богослужения будут посвящены празднику Успения Пресвятой Богородицы. В Тамоте в 10 часов утра состоится первая божественная литургия в новом строящемся Илинском храме. А в 11:30 крестный ход, освящение и поднятие колоколов. Также в Тамоте в полдень откроет культурно-просветительский центр имени святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В Алдане в 17 часов состоится вечернее богослужение. В Нерюнгри выходные посвятили экстремальной езде. Любители и болельщики встретились на первенстве по автокроссу. За ходом соревнований следила Екатерина Павлова. День шахтера в Южной Якутии продолжается. И сегодня любители автоспорта собрались на стадионе «Горняк», чтобы поучаствовать в гонках по автокроссу, которые допускают контактную борьбу. Любители экстремальной езды в Нерюнгри собираются по праздникам, как минимум 4 раза в год. В этот раз по правилам классического автокросса соревновались 8 машин на трассе в форме кольца протяженностью 550 метров. Мы ее строим каждый раз по-разному, потому что раскатываем ее, рельеф меняется, и приходится, чтобы много не убирать камней, приходится рядом делать новую трассу. Для контактных гонок в Нерюнгри имеется 11-12 приспособленных машин. В основном это заднеприводные «Жигули». Ралли не самое приятное и простое действие для транспорта. Авто разбиваются, да и сами водители могут пострадать. Иногда случается и такой скорый ремонт на ходу. Нередко случается переворот машины, но с подготовленными видами транспорта ничего не случается. После переворота они могут продолжать двигаться дальше. Когда что-то мешает, мы чиним, а так ездят и ездят. Если бы они ломались, они вот сейчас все попереломаются. Мы потихонечку приедем на призовое место. В соревнованиях 4 заезда. Стартуют одновременно по 4 участника, что добавило кроссу зрелищности. Кто быстрее преодолевая дистанцию в 4 круга, проходя шпильки и затяжные повороты, победители определили по наибольшей сумме очков. Первым стал нерюнгринец Василий Чиганашев. Организаторы поздравили всех с удачным финишем, вручив заслуженные награды. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Якутские велосипедисты преодолели 145-километровую дистанцию веломарафона «Тур-де-Ханалас». Старт был дан у границы Хангаласского района возле Стелы Орла. Финишировали участники в селе Титары. Подробности в материале Виолетты Засимовой.
В 4-й раз проводится ежегодный марафон «Тур де Хангалас» в целях популяризации велоспорта в республике и в Хангаласском улусе в частности, а также для ознакомления с населенными пунктами и достопримечательностями улуса. В этом году заявлено 30 участников. Всего 4 категории. Это мужчины, ветераны, женщины и юниоры. Веломарафон двухэтапный. Первый этап со стелы Орла до поселка Верхний Бестях. Его преодолевают только мужчины и ветераны. С Верхнего Бестяха начинается второй этап. Тут уже присоединяются женщины и юниоры. Общий финиш в селе Титары. На каждом тур Хангаласа традиционно идет дождь. Это очень сложные погодные условия для веллеров. Дистанция очень большая. Плюс раньше был финиш на Иланке, а тут финиш удлинили до села Титары. Это получается плюс еще 30 километров. 145 километров – это вам не шутки. Участники основательно подготовились к испытанию дорогой. Специальные шлемы, перчатки, одежда, обувь. В рюкзаках инструменты для пит-стопа, а также обязательно вода и провизия для восполнения запасов энергии. А до Верхнего Бестяха вы будете беспрерывно прямо ехать? Нет, почему? Это можно в дороге питаться, если прямо вдруг проголодаешь. На ходу? Да, я так уже делал на прошлых соревнованиях. В результате захватывающей гонки победителем стал Владимир Тимофеев, который добрался до финиша за 5 часов и 43 минуты. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Детеныши редкого дальневосточного леопарда родились в крымском сафари-парке «Тайган». Вместе с людьми освоиться малышам помогают тигрята. Подробности у Сергея Берец. Индивидуального общения с львенком и... Сафари-парк «Тайган», расположенный в окрестностях Белогорска в Крыму, объявил в августе о появлении на свет 2 детенышей амурского или дальневосточного леопарда. Они – дети-самки по кличке Дездемона. Она стала матерью в первый раз. Один из котят черный, а другой пятнистый, рассказывает директор парка Олег Зубков. Более чем 20 лет мы содержим амурских леопардов. Недавно нам повезло, и мы приобрели черную особь леопарда. И вот первое потомство, которое получилось. Но это так же редко, как у людей рождаются альбиносы. Так же редко и бывает рождение черного вот такого леопарда. Леопардят взяли под защиту тигрята. Они старше и уже освоились в окружающей действительности. Туристку из Петербурга Наталью Родионову малыши привели в восторг. От леопардов у меня самые наилучшие впечатления, а их от маленьких детенышей даже еще больше. Потому что они такие маленькие, пушистенькие, с ними очень хочется играться, но глядя на их грозных родителей, как-то становится немножечко не по себе. Тайган был создан в 2012 году как парк львов. В нем содержатся и многие другие животные. Основатель и руководитель Олег Зубков в 1995 году начал развивать зоопарк «Сказка» в Ялте. После присоединения в 2014 году Крыма Россией, которое большинство стран мира считает аннексией, Зубков обещал закрыть парки и перебраться в Турцию. Он то критикует российские власти, то высказывает лояльность по отношению к ним. Отношения с местной администрацией полуострова у Зубкова были и остаются натянутыми. Крымских чиновников он называет в своем блоге прожорливыми и коррумпированными. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами. Удачи вам.